На поддержку программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей правительство России дополнительно направит 5 миллиардов рублей. Решение позволит предпринимателям расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной. В результате потребители будут обеспечены широким выбором продукции. Правительство уделяет этому вопросу особое внимание. Так, в 2023 году в рамках госпрограммы на развитие агропрома было направлено более 440 миллиардов рублей, что позволило собрать второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. В Малгобеке подошло к концу строительство нового детского сада на 80 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение состоит из 2 этажей. Здесь имеется все необходимое, а именно 4 групповых помещения, гардеробные, спальни, медпункт, игровые зоны, столовая, изо-студия и так далее. На прилегающей к зданию территории обустроены детская и спортивная площадки. В Назрани проведен ямочный ремонт на дорогах муниципального значения, сообщили в пресс-службе мэрии. Реконструкция асфальтированного покрытия проведена на улицах Газдиева, Бекова и Шеймиева. На состояние дорожного полотна на данных участках дороги часто жаловались местные жители. Реконструкция автодорог проводится в преддверии праздника Ид-аль-Фитр. Правительство России сложит свои полномочия в течение месяца. Это означает, что нынешний кабинет министров будет распущен и заменен новым после инаугурации президента России 7 мая. Согласно поправкам в Конституции России, которые одобрили в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, и федеральному конституционному закону, президент назначает премьер-министра после утверждения его кандидатуры Госдумой. Сегодня в Вооруженных силах России отмечается профессиональный праздник – День сотрудников военных комиссариатов. В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в вооруженные силы и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, военный комиссариат выполняет целый ряд задач социального плана. Больше века военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития вооруженных сил, внесли и продолжают вносить вклад в решение государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. Повестки на весенний призыв на военную службу могут прийти дважды – традиционным бумажным уведомлением и электронным. Рассылка электронных повесток в 2024 году будет проводиться в тестовом режиме. Пока не будет создан реестр граждан, обязанных проходить военную службу, основным способом остается бумажная повестка. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс. Электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги распространят на всю страну. Россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Поправки решат проблему несовпадения места фактического проживания плательщика с адресом жилого помещения, за которое пришла квитанция. Кроме того, законопроект поспособствует экономии средств регионов.